История человечества – явление многогранное и любопытное. Всем известны обстоятельства Российской Отечественной войны против Наполеона Бонапарта. В то же время наши соотечественники мало знают о том, что активное участие в победе над французским завоевателем приняли и наши казахские воины. Для исследования данной темы чрезвычайно важна терминология. Я думаю, ни у кого не вызывает удивления тот факт, что казаков европейцы с подачи русских называли киргизами. Хотя почти все казахские джигиты воевали в составе башкирских полков, европейцы отличали их от других частей российской кавалерии – казаков, уланов, калмыков, башкир, тептерей и так далее. В дальнейшем судьба и упоминание многих казахских джигитов неразрывно связаны с историей знаменитых башкирских полков. В отношении вооружения тюркских воинов необходимо учитывать одно немаловажное обстоятельство. Начиная с 1736 года, Российская империя проводила планомерное разоружение башкир, слишком опасными и упорными были башкирские восстания. Был издан ряд законов, запрещающих башкирам иметь огнестрельное оружие и содержать кузницы. В результате этого подавляющее большинство башкир в войне против Наполеона не имело огнестрела, в отличие от казаков, на которых этот запрет не распространялся. Этот факт подтверждают и изображения того времени, на которых зачастую киргиз вооружен ружьем, мылтык. Однако не все казаки, принимавшие участие в наполеоновских войнах, сражались в составе башкирских полков. Были и воины, состоявшие в регулярных войсковых соединениях, которые были организованы в Усть-Каменогорской, Убинской и Крутоберезовской властях. Накануне войны такие части располагались по Иртышской военной линии между Бухтарминской и Омской крепостями. Немало казаков проходило крещение и воевало в составе Оренбургского казачьего войска. Наиболее известным из них был один из командиров оренбургских казаков Жакып Акулов, после крещения Яков Беляков, а также Ахмед Сулейменов, Курман Хасенов, Ибрай Измаилов, Балтай Рахманкулов, Нуртай Таймасов. Нам известна даже родовая принадлежность некоторых из казахских воинов: Каренбай Арстанбаев, Кыпчак, Тимир Бегимов, Шыкты, Бектимир, Кулкин, Табын. Кроме того, казаки обеспечивали войска доступным и качественным мясом, подводами, лошадьми. Поставки казаками скота и скотоводческого сырья в торговые центры Оренбургского края имели важное значение для ослабления континентальной блокады, установленной Наполеоном. В 1804-1815 годах у казаков было куплено по меньшей мере 50 тысяч лошадей. Российский историк Ф. Андреевич: во время Отечественной войны казахская степь Западной Сибири оказала большую помощь. Из этой степи притекало бесчисленное количество лошадей и скота. Наиболее вероятным является то, что казахские воины вступили в войну гораздо раньше 1812 года. 26 декабря 1805 года в качестве подкрепления российским войскам в Пруссию двинулось 7 тысяч воинов башкирских полков из Оренбургской области, в составе которых было немало казаков. 14 июня 1807 года в сражении под Фридландом Наполеон нанес тяжелое поражение русской армии под командованием генерала Бёниксена. Отступление российской армии прикрывал корпус атамана Платова, в составе которого сражались 2 башкирских полка. Представитель Британской империи при русском штабе Роберт Вильсон, будучи свидетелем этих событий, писал: 1500 башкир в стальных шлемах и кольчугах после прибытия из Великой Тартарии присоединились к армии после ее отступления от Фридланда и выпустили тучу стрел на эскадрон противника. Всего за годы войны было сформировано 40 конных полков, каждый из которых состоял из 500 тюркских воинов из Южного Урала и Оренбургской области. Унтер-лейтенант 2-го гусарского Вестфальского полка Эдуард Рюпель, попавший в русский плен, стал свидетелем их движения. В таком полку 400-500 человек, все исключительно сильные, широкоплечие, со смуглыми монголоидными лицами. 27 июля 1812 года в сражениях под деревнями Малаево болото и Левия отличились казахские воины Мурат Кулшаранулы и Ериша Заматулы, которым был присвоен чин Харунжева. В августе 1812 года полки Иртышской линии приняли участие в сражении под Бородино. Немало казаков погибло в этой битве. За героизм в Бородинском сражении Майлыбай-Улы был награжден серебряной медалью, а старшина Каренбай Зандагул-Улы медалью на голубой ленте. Кавалер ордена Святого Георгия, казахский батыр Акимбалат, воевавший в составе казачьих войск, после Бородинского сражения был награжден серебряной медалью. Сразу после Бородино, в период подготовки контрнаступления русской армии, казаки, башкиры и татары входили в состав подвижных конных отрядов, действовавших в тылу наполеоновских войск. Вслед за отступающей наполеоновской армией с донскими казаками атамана Платова по улицам разрушенной Москвы прошли воины 1-го башкирского полка, настигая отступающих французов. Об этом свидетельствуют слова фельдмаршала Михаила Кутузова в письме к оренбургскому генерал-губернатору Г.С. Волконскому.
об активных боевых действиях полков. Вы не можете представить, ваше сиятельство, радости и удовольствия, с каким все и каждый из русских воинов стремится за бегущим неприятелем, и с какой храбростью наши воины, в том числе и казаки, и некоторые башкирские полки, поражают их. В сражениях при Рамоново героически сражались воины Баранбай, Шушабай-Улы и Есаул, Иксан, Аубакир-Улы. За героизм в сражении под Вязьмой Есаул 1-го Тептярского полка Сагид Хамит-Улы был награжден орденом Святой Анны. 27-29 ноября 1812 года состоялось последнее крупное сражение на территории России. Отступающая армия Наполеона была прижата к реке Березина и разгромлена войсками генералов Чаплица и Витгенштейна. В корпусе последнего сражались 4-й и 5-й башкирские полки. В декабре 1812 года Кутузов победно рапортовал императору: неприятель почти истреблен. Российская армия вошла в Европу. В январе 1812 года корпус атамана Платова и 1-й башкирский полк в его составе, переправившись через Вислу, осадил крепость Данциг, которую оборонял 40-тысячный гарнизон. Затем сюда подтянулись еще 8 башкирских, по одному Тептярский, Калмыцкий и Оренбургский атаманские полки. Пока шла осада Данцига, затянувшаяся до конца 1813 года, 1-й башкирский, ставший некоторым подобием спецназа легкой кавалерии, был брошен к Берлину. После сражения с корпусом генерала Ажера он вместе с казаками ворвался в столицу Пруссии. 16 октября 1813 года состоялась знаменитая битва народов под Лейпцигом, в которой участвовало около полумиллиона человек с обеих сторон. Она собрала под знаменами различных государств представителей огромного числа народов, в том числе башкир. 1-й, 4-й, 5-й, 9-й и 14-й башкирские полки. Французский генерал де Марбо писал после битвы под Лейпцигом о тюркских всадниках. Эти новички, еще совсем не знавшие французов, были так воодушевлены своими предводителями, что, ожидая превратить нас в бегство при первой встрече, в самый первый день своего появления, в виду наших войск кинулись на них бесчисленными толпами, но встреченные залпами из ружей и мушкетов оставили на месте битвы значительное число убитых. Эти потери, вместо того, чтобы охладить их наступление, только его подогрели. Они носились вокруг наших войск, точно раи ос, прокрадываясь всюду. Настигнуть их было очень трудно. Текст озвучен в Яндекс.Спичкит. Уже при отступлении французов в составе корпуса генерал-лейтенанта П.К. Эссена конница степняков преследовала армию Наполеона в районе Дропчина по обоим берегам реки Буг. Помимо этого, конница участвовала в изгнании французов из Гамбурга, Берлина, Веймара, Франкфурта на Майне и других германских городов. В Веймаре тюркских батыров принимал великий немецкий писатель и мыслитель Иоганн Вольфганг фон Гёте, получивший от них в подарок лук и колчан со стрелами. Неизгладимое впечатление на Гёте, серьезно увлекавшегося культурой мусульманского Востока, произвело совершение воинами намаза. Из письма к Генриху фон Требра: говоря о пророчествах, должен тебе сказать, что сегодня происходят такие вещи, которые ранее пророкам не позволили бы даже и произнести. Кто бы позволил еще несколько лет назад высказать предположение, что в нашей протестантской гимназии может проводиться магометанское священное богослужение и будут читаться суры из Корана. И все же это произошло, и мы присутствовали на богослужении у башкир, видели их муллу и приветствовали их князя в театре. Из особого расположения ко мне, на вечную память мне были подарены лук и стрелы, которые я повесил над своим камином. А некоторые из наших особо религиозных дам даже заказали в библиотеке перевод Корана. Вообще, движение войск кочевников через всю Европу стало незаурядным культурным событием. Неподдельный интерес вызывала прежде всего национальная одежда, о которой генерал Раевский писал: «Мы сами удивились опрятности и чистоте их одежды, которую берегли они только для случаев торжественных». Белые кафтаны и красные шапки в сомкнутых рядах нескольких полков представляли новое, но довольно приятное зрелище. Глубокое впечатление тюркские войска произвели и на великого французского писателя Александра Дюма, который через много лет в своем очерке «Из Парижа в Астрахань» писал: «Тогда попадем в Астрахань с 3 ее базарами, предназначенными для русских, индусов, азиатов. Астрахань, которая касается правой рукой донских казаков, а левой – казаков уральских, которая, повернув голову, теряется взором в необъятных степях татар-киргизов, где волны зелени так же подвижны и равномерны, как валы Каспийского моря. Там остановимся на несколько дней, чтобы снова увидеть этих длиннобородых людей в островерхих колпаках и широких красных панталонах, пика, лук и колчан которых были ужасом нашего детства. То есть тех самых людей, кого снежная буря сорвала с окраин Азии, Туркестана и бросила, как во времена Атилы, на наши равнины и города. Поохотимся на дрофу, верхом на маленьких лошадках, ведущих родословную от тех, что грызли кору деревьев Булонского леса и пытались сорвать с пьедестала бронзовую статую Наполеона.
Вооружение тюркских воинов также было крайне непривычным для воинов Наполеона и вызывало немалое опасение и смятение среди европейцев, прозвавших башкирские полки северными амурами, военный историк Н. Гарнич. Маленькая стрела, пущенная крепкой и умелой рукой всадника-казака, башкира или татарина, точно попадала в глаз или горло врага. Они мастерски стреляли в цель, и притом с такой силой, что стрела на расстоянии 15 сажень могла пронзить насквозь не только человека, но и лошадь. Русский поэт и партизан, генерал-лейтенант Денис Давыдов писал о казахских сарбазах. Росту они невысокого, сухощавые, цвету лица бронзового, волосу черного, как крыло ворона, взора орлиного. Характер ярый, запальчивый и неукротимый, предприимчивости беспредельной, сметливости и решимости мгновенных. Наполеон впервые потерпел сокрушительное поражение в открытом сражении. Тюркские воины хорошо проявили себя в прямых столкновениях с французской кавалерией, но особенно во время преследования противника. Многие из них получили ордена Святой Анны различных степеней. К примеру, Наренбай Жанжигитулы и воин-поэт Аменбай Батырулы, участвовавшие в штурме городов Лейпциг и Глагау. Затем присоединились к русским военным частям, направленным генералом Бёниксеном для разгрома французских отрядов, отступивших к городу Эрфурту. Воины этого полка 18 марта 1814 года одними из первых вошли в столицу Франции, город Париж. Психологическое воздействие наземного войска на противника было устрашающим. Полковник французской армии Робер докладывал: «Русские выпустили против нас орды монгол. Кажется, все эпохи ополчились против нас. Эти люди в шкурах и мехах не знали ни страха, ни пощады. Они дико кричат и толпой лезут напролом. Их косят множественно, ядра, а им это не страшно. В своем вооружении они используют луки и стрелы, которые разят беспощадно наших канониров. У капитана Клемансо треуголка пробита стрелой монгола, а стрела прилетела из едва видимой точки в поле. Наши солдаты бегут с поля боя, едва услышав эти дикие множественные вопли. Это немыслимо. Словно из пепла восстали орды Чингисхана. Сохранилась легенда, что якобы в юности Наполеон обратился к гадалке, которая сказала ему буквально следующее: «Тебя погубят люди, которые едят лошадей». Не понявший ничего Наполеон лишь рассмеялся. Через много лет, когда войско неприятеля подходило к Парижу, он призывал французов защищаться от дикарей, которые едят лошадей, которыми, очевидно, были башкиры, татары и казаки. Уже под Парижем погиб один из командиров казачьего войска, этнический казак Казыбай из племени Алимулы. После крещения Николай Черныш, который после смерти родителей воспитывался у оренбургских казаков. Он вступил на службу как казак и уже спустя 1 год, в 1788 году, получил чин есаула. В 1812 он командовал 4 казацкими полками. Особо отличился в боях при Тарутино, за что был награжден орденом Святой Анны первой степени. За обращение в бегство части отходивших из России войск Наполеона был награжден орденом Святого Георгия. В 1814 воевал во Франции при Сен-Дизье, Бриёне, Ла-Ратьере. 31 марта 1814 года российская и прусская армии вступили в Париж. А вместе с ними 9 башкирских полков, расположившихся по прибытии на Елисейских полях. Несмотря на пережитые ужасы войны, тюркские воины были в отличном расположении духа, весьма дружелюбно и с огромным любопытством, налаживая связи с местным населением. Париж не подвергся массовому разграблению и уничтожению. Сохранились сведения, что некоторые тюркские воины привезли из наполеоновских войн не только трофеи, но и европейских жен. Как писал поэт-современник Константин Батюшков: «Кипел бульвар в Париже так народа праздными толпами, когда на нем летал с нагайкою казак, или северный амур с колчаном и стрелами». Одними из наиболее известных прославленных казаков, участников Европейской войны начала XIX века, были представители рода Тома Наренбай Жанжигитулы и Аменбай Батырулы, сражавшиеся в составе башкирских полков. Аменбай Батырулы отличился в боях за города Лейпциг и Глагау, за что был награжден Георгиевским крестом и 2 медалями. После окончания войны он был широко известен в казахской степи и России как виртуозный акын. Наренбай Жанжигитулы за проявленный героизм в войне против Наполеона стал полным кавалером ордена Святого Георгия. Рассуждая о причинах участия тысяч казахских сарбазов в Европейской войне начала XIX века, можно отметить несколько обстоятельств. Во-первых, прямого принуждения к участию в войне со стороны империи в отношении казаков, не несших воинскую повинность, не было. Во-вторых, с колонизацией казахской степи царизмом стали обостряться социально-экономические противоречия. В то же время определенная часть казаков уже к тому времени была втянута в орбиту общественно-политической жизни России, в том числе неся службу в составе регулярных и казачьих войск. Но главной, на мой взгляд, причиной добровольного участия казаков в той войне
и проявленного ими героизма является тысячелетняя ментальность тюркского кочевого народа, ставившего военную доблесть в разряд славнейших достижений.